блажен муж, и женихи на совет нечестивый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Яков есть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Батюшка Рафаил, кажете, моля, как трябва да постъпваме сега, за да не се отклоним нито надясно, нито наляво, а да вървим по царския път? Какво да правим? Да, я когда всегда пишу в своих статьях, хранить чистоту православия и быть в лоне церкви, не уходить ни направо, ни налево, ни в раскол, ни в ересь. Это очень важно для нашего времени, потому что люди рассыпаются, ищут, теряют веру, надежду в веру православную и думают, что, как многие раскольники и еретики говорят, что православие потеряло силу, потеряло благодать, у него нет соли, и убегают и к раскольникам, и к еретикам. Или уходят в безверие. А я предлагаю, говорю, даже вчера был такой разговор, меня спрашивали молодые люди, румыны, сейчас через переводчиков, говорят, есть ли сейчас чудеса, есть ли еще в христианстве сила? Я говорю, есть эта сила. Бог той же, что вчера, то и сегодня. Вот. И православие сохранило всю чистоту божественной истины. Вот. И поэтому, если это все зависит от нашего нечестия или благочестия, через благочестие есть чудеса, вот, и люди воскрешали мертвых, я рассказывала, и другие случаи, которые бывают, и исцеление, и другие чудеса. Бог той же, что раньше, что и в древние века, что и в нашем. Нет у нас охладела вера, охладела любовь, нету ревности. Мы стали очень расслаблены. Чересчур християнство стало расслаблено. Има някои хора, които казват, че искат да се спасят, но да са в общение с Вселенския патриарх и да го поменават, за тях е голямо изкушение. Какво можем да кажем на тези хора? Есть, как учат святые отцы, богословы, что есть два правила. Одно правило, что можно поминать пока патриархов и епископов, даже еретиков, ради экономии. И если кто не может поминать уже еретика, может не поминать по 15-му правилу Константинопольского собора. Батюшка, има хора, които считат, че няма митарства. По-точно не приемат църковното учение за митарствата. Например, дякон Андрей Кореев смята, че митарствата са благочестива измислица. Андрей Кураев, мы знаем, кто такой Андрей Кураев. Он был приглашен от комсомола учиться в атеистической школе. После, когда они закончили вместе с другим богословом, отцом Георгием Тертышниковым, их послали уже проверено крепких атеистов, послали в лоно церкви учиться в семинарии и академии. В семинарии отец Георгий Тертышников учился
в Лавре, второй Сергей Лавров в семинарии Академии, а Андрей Кураев учился в Питерской семинарии Академии. Отца Георгия Тертышникова, это он мне рассказывал, коснулась благодать монашества, и особенно после он много плакал, пережил, он уверовал, стал богословом, хорошим богословом, был профессором. Отец Андрей, видимо, какой был, засланный казачок, так и остается им. Он говорит, это провокатор, он как был засланный и говорил, не говорил от Христа, от Бога, а то, что ему заказывают, это засланный казачок от властей. Да. Тогда в то время от КГБ. Сейчас он явно, наверное, масон. Поступает все так, как против совести християнской. Той даже отива на рок-концерти и говори на хората, че няма никакъв проблем да си православен и да ходиш на рок-концерти. Ой, нам вот рассказывали румыны, что есть такой митрополит, который разрешает проповеднику говорить обо всем, только не говорить о страстях, о экуменизме, о глобализме. Вот какие сейчас митрополиты, учители церковные. Батюшка Рафаил, можете ли да кажете на читателите на нашия сайт, на сайта Бъди верен, нещо повече за 8-я Вселенски събор? Но самое страшное, что собор этот нужда не в нашем, не в православном, а в масонах, врагах православных. Для этого они собирают это все великий всемирный 8-й собор, для того, чтобы исказить православие, для того, чтобы в нем узаконить экуменизм окончательно и унию с папой. И уже они на предсоборном совещании договариваются, что папа был в первом тысячелетии глава церкви, чтобы, значит, и чтобы сейчас его упоминать тоже как глава церкви. Как вы видите, отец Аль показал, что уже его упоминали в патриархии Константинопольской. Вначале папа, потом патриарх Варфоломей. Сам патриарх Варфоломей говорил, что он патриарх, что он епископ номер, что папа епископ номер 1, а он епископ номер 2. И таким образом он подчинил церковь как бы папе. Папа вообще, у него образ такой, как образ антихриста. И вот если узаконят, если это примут наши официальные представители церкви, русской церкви, болгарской церкви и других церквей, это будет великая трагедия. Да. Еще хотела бы сказать слова старца румынского отца Иустина. Он предлагает нам не экуменическое объединение, а объединение все православные. Все православное единство. Потому что враги, нас окружили враги со всех сторон, и полностью идет погубление наших людей, молодежи. И поэтому нам объединиться всем православным. Мы близки, потому что все мы чада Божие, все мы причастники тела и крови, все мы братья и сестры Христовы. Поэтому мы едины, поэтому нам надо объединиться. А какво може да се каже на хората сега? Как трябва да се живее днес, в тези трудни времена, когато от всякъде ни връхлитат бедствия? Надо уходить от всех мирских развлечений. Надо больше молиться, больше выцерковляться, стараться поститься, молиться, быть. Особенно я предлагаю молитву Иисусу, потому что некоторые говорят, что это только для монахов. А я говорю, нет, это раньше было обетование всем православным. Непрестанно молитесь, а все благодарите.
Я предлагаю такую молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости, прости, помилуй меня грешно. Это смиренная покаянная молитва. И поэтому многие говорят, что очень опасно молитва Иисуса, что можешь попасть в прелесть. Но если мы и без молитвы тоже во всем прелесть. Поэтому надо молиться с покаянием. И накрая, какво бихте пожелали на читателите на нашия сайт като благословение? Дорогие отцы и братья, храните веру православную. Это прежде всего. И старайтесь жить по заповедям Христовым. Храни вас Бог, Бог благословит вас, отцы и братья. И прошу ваших святых молитв, и за меня, за нас грешных,